Мы жили в Якутске, у меня дизентерия началась. А отец меня очень любил. И он вот нянчился со мной, ничего не может сделать, понимаете? А мама вышла на улицу, на большую улицу, мы жили где-то там, и стоит во дворе и плачет в воротах. А идет Сокольников. Идет Сокольников, он ее хорошо знал по Чарапче. Он говорит: Тоня, ты чего плачешь? А она говорит, что Ира умирает. А что такое? Ну, умирает и все. Он пошел с ней, пошел, значит, посмотрел и говорит: сливки. Папа, он говорит: вы что, с ума сошли? Разве можно при таком воспалительном процессе сливки давать? Он говорит: это старое средство. Короче говоря, вот он применял это лечение, и я перед вами. Вот. И когда он мне это дело рассказал, у меня сразу родилось желание что-то о нем хорошее написать. И стала собирать о нем материалы. Пошла в архив МГУ, где он учился, и потом в архив музея Толстого. И там набрала много материала. Много материала, значит, и написала статью, она в ученых записках, в номере 7 за 60-й год. Значит, Прокопий Несторович Сокольников и его переписка с Львом Николаевичем Толстым. Ираида Самоновна Клеорина, она известная правозащитница. Она нам дала якутскому народу наших больших людей, например, Василия Васильевича Никифора Пюлюмнюра, Максима Кировича Амосова, Николая Леонидовича Мещерякова, Прокопия Нестеровича Сокольникова. Вот она собирала материалы, они были неизвестные. Она про Сокольникова написала «Хроника жизни якутского интеллигента», пьесу, документальную пьесу. Пьесу, значит, Ефремов, министр культуры, вынужден был оплатить, но в театр ее не пустил. И в театре не было. Но мне пришлось очень много писать о Сокольникове. Во-первых, о нем не печатали в газетах ни одной статьи. И они мне говорят: знаете, что-то у него, он кадетом вообще был, монархистом был, в 13-м году ездил поздравлять с 300-летием дома Романовых. В общем, говорит, о нем не принято. И вроде советскую власть он не принял, и так далее, и так далее. Такая была длительная борьба за Сокольникова. Когда у нас в доме появился Владимир Васильевич Пинигин, тот историк, который открыл научному миру его личность, он сделал первый труд «Любящий вас Лев Толстой». Вот если бы Владимир Васильевич не, скажем, возобновил вот эту линию Пинигин, вполне возможно, вот эта ниточка оборвалась бы. Если бы и бабушка, допустим, не сохранила свои воспоминания. Вот про внешность она особо не говорила. Но он был невысокого роста, не особо так комплекцией не отличался. Единственное, вот, видимо, было очень одухотворенное лицо по своей сути. Возможно, это его жизнь наложила, образованность в то время, потому что в то время действительно было очень мало образованных людей. Иметь счастье познакомиться с таким гением литературы, это, конечно, было для него очень большой удачей. История знакомства и дружбы с одним из первых врачей из народа Саха, Прокопием Сокольниковым, ну, это уникальное событие для нас, якутян. Прокопий Сокольников 2 раза встречался со Львом Толстым в 1898 году и в 1902 году. Лев Толстой попросил его сопровождать семьи ссыльных духоборов сюда, до Якутии. Духоборы – это была запрещенная в России секта. Они отказывались служить в царской армии, отказывались брать в руки оружие. И это Льву Толстому очень импонировало, потому что сама философия писателя была очень во многом близка философии духоборов в отношении именно несопротивления злу.
не брать в руки оружие, сохранять мир в мире любой ценой. Лев Николаевич на большом столе развернул карты европейской части России и Сибири и попросил указать по ним весь путь до Якутска. По ходу того, как Сокольников водил по змейкам линий на карте, писатель спрашивал о средствах передвижения, особенно после Иркутска. Добраться от Иркутска до Качуга была единственная возможность по почтовому тракту на лошадях. Отсюда нужно было спускаться вниз по Лени самосплавом на паусках. Толстого поразила примитивность и медленность передвижения по воде паусков. Тогда Прокопий посоветовал Льву Николаевичу обратиться к миллионерше Громовой, владелице пароходства на Лени, проживающей в Москве. При встрече Льва Николаевича Толстого с Анной Ивановной Громовой она тут же ответила: «Не извольте беспокоиться, пауски с вашими духоборами будут доставлены моими пароходами куда нужно». Во время этой поездки он писал Толстому письма, потом эти письма были опубликованы в «Восточном обозрении». Глубоко уважаемый Лев Николаевич, сестры просят передать вам душевный привет, спасибо и пожелание доброго здоровья. За все ваши хлопоты и заботы об них они очень благодарят. Я должен извиниться перед вами в том, что не написал вам тотчас же по приезде. Опишу спустя 18 дней. Скажу, что было очень много хлопот. Я ездил в свой Улус за 150 верст от Якутска. В Якутск мы приехали 1 июня. Сестер встретили братья и мужья их, живущие в Якутске и под Якутском. О положении здешних духоборов пока я имею отрывочные сведения. Сообщу подробнее после. Буду очень рад, если получу какие-нибудь известия о вас и ваших друзьях. Адрес мой – город Якутск, врачу 4-го участка Прокопию Несторовичу Сокольникову. Для тех времен, для инородца, это, конечно, было большое достижение получить образование не где-нибудь, а в Московском университете. И, в общем-то, реализовал себя полностью в своей профессии как общественник. Он университет закончил в 33 года. По нашим меркам это полжизни ушло на образование, да? Но дело в том, что и система образования тогда была очень сложная. А для наших краев тем более сложная. Тогда это была очень долгая дорога, причем требовала очень больших усилий от самого человека. Прежде чем вот встретиться с политическими ссыльными, он ведь закончил вот народное училище в Чурапче, а потом уже поступил вот в прогимназию здесь, в Якутске. После прогимназии Прокопий переводится в духовную семинарию. То есть он продолжает свою траекторию. Да, ему помогали политические ссыльные, больше всех, наверное, вот Подбельский, и упоминается чаще всех имя Папия Подбельского. Ну а почему еще так долго? И почему вот медицина, да? Конечно, тут два ответа может быть. Один ответ – то, что он хотел помочь своему народу, своим ближним. В то время, конечно, очень было плохо с медициной, то есть ее практически не было. Была только традиционная, да, которые могли народные целители обеспечивать, шаманы и так далее. А вот в то же время, вот 19 век, конец 19 века, эта вот медицина начала развиваться сильно в России. И начали думать о том, как готовить этих врачей. Поэтому целая когорта врачей вышла из стен разных университетов. Но дело в том, что, допустим, на юриста он не мог выучиться. По той простой причине, что юридическое образование получали только после классической гимназии. А у нас в Якутске такой гимназии не было. Вот. Поэтому, конечно, у него был только один путь. Это естественные науки, тем более он выбрал именно тот путь, который мог бы принести пользу.
Томский университет. Вот это самый дальний был университет на тот момент. Дальше уже там не было учебных заведений. И, конечно, туда поступить тоже было очень сложно. Он экстерном сдал экзамены, при этом он готовился сам. Я вот даже сейчас не понимаю, как это вообще ему удавалось сделать. Это какой действительно надо было обладать тягой к знаниям, чтобы, в общем-то, преодолеть такой сильный большой барьер. Во-первых, он общался вот со своими друзьями, с Василием Васильевичем Никифоровым, Кюльмюром. И вот они оказались на Нижегородской ярмарке, где, в общем-то, они и встретили, он встретил и познакомился с Семеновым Тяньшанским. Ну, его имя, я думаю, что всем известно. В то время Прокопий Несторович помогал представлять Якутию вот на этой Нижегородской ярмарке. Ну, видимо, понравился. И Семенов Тяньшанский решил ему помочь, чтобы он более себя реализовал. И вот таким образом он перевелся из Томского университета в Московский. Я написала первый Московский институт, где учился Сокольников, музей медицины. И мне ответили, письмо отправила директор этого музея, заведующая этого музея, и они мне отправили 2 фотографии из выпускного альбома 898 года, который у них сохранился. Первая фотография, они одиночные фотографии, и вторая фотография общая, лекция на кафедре нервных болезней. И там сидит черный такой инородец, единственный инородец Прокопий Несторович Сокольников. Там преподавали очень большие светила российской, даже мировой медицины. Клиника Остроумова, его хотели оставить на работу, но он не согласился, ему хотелось себе на родину, и очень много раз он писал якутскому губернатору, чтобы приняли на работу в Якутске, хотя был выездным врачом. О начале его карьеры свидетельствует данный документ 1898 года. Вот такое интересное его письмо сохранилось, написанное прямо из Москвы, да, в августе, о том, что он изъявляет желание работать у нас, тут, в Якутии. Это большая редкость, потому что люди, которые оканчивали и получали высшее образование, они обычно остаются и там, да, при лучших условиях. А человек, можно сказать, хотел устроиться на работу именно в Якутской области, и о его приеме как раз нашему областному инспектору было написано. Милостивый государь, мой земляк Афанасьев сообщил мне, что в настоящее время в Якутской области имеется вакантная должность разъездного врача, на которую вы любезно указали как на могущую быть занятой мною по окончании курса. На днях я послал вам телеграмму о готовности занять эту должность по окончании курса. Но в чем состоят обязанности и условия службы разъездного врача? Совпадают ли они с обязанностями прежних окружных врачей? И если нет, то в чем разница? Мне желательно было бы об этом знать, и потому не будете ли любезны сообщить мне по ниже приложенному адресу. Государственные экзамены у меня окончатся к ноябрю месяцу, а в декабре, во всяком случае, может быть получен ваш ответ. Что же касается до предстоящих зимних месяцев, то я рассчитываю использовать их для пополнения своих знаний по медицине и посещать некоторые московские клиники. Поэтому вы должны принять к сведению то обстоятельство, что я могу прибыть в Якутск лишь во второй половине следующего 1899 года. Окончивший 5-й курс медицины якут Прокопий Сокольников. Адрес мой – город Москва, клиника профессора Остроумова. И вот его приняли на работу. В 1897 году были созданы 10 медицинских участков, и в 4-й медицинский участок Сокольникова направили врачом в село Джурабча. Глубоко уважаемый Лев Николаевич, устроился я здесь на Улусном медицинском пункте. Но, к сожалению, эти пункты представляют из себя еще дело новое и неокрепшее. Нет у меня лечебницы,
нет коек, и вместо 3 фельдшеров, полагающихся по штату, 1. Работы очень много, район дан очень большой, и временно я заведую 2 участками, общее население коих достигает 60 тысяч человек при крайне редком населении Якутской области. Народ в общем относится хорошо, и нужда в медицинской помощи громадная. У меня не хватает рук, обстановки и средств. Но я пока хочу жить, бороться, наслаждаться и испытывать все, что доступно для моего индивидуального счастья. То есть хочу работать, побеждать, любить и творить, если можно. С большим удовольствием я вспоминаю те минуты, которые провел в вашем доме. Меня поражала простота, теплота и искренность отношений. Глубоко уважающий и любящий вас Сокольников. Опять же, рапорт его областному медицинскому инспектору об острых материальных нуждах. Тут, если почитать, то можно просто убедиться, что тогда вообще все плохо очень было в этом отношении у них, с финансированием, со всеми делами. Но вот он просил, писал один за другим рапорты, и они, между прочим, достигали целей. И вот по поводу улучшения медицинского обслуживания целое донесение врача, можно сказать, доклад. Он все обосновывает, сколько народу тут жило, при каких условиях тяжелых, да, особенно зимой. Вот, и какие вот эти условия влияли на какие болезни. Вот это все у него интересно, что есть прописано. То есть человек не только лечил, но и занимался анализом ситуации, медицинской врачебной ситуации. Опять же, идут документы о необходимости постройки нового здания, потому что старое здание уже не отвечало требованиям. Вот очень много таких документов, и сразу видно, что развитие шло тогда. И спускались циркуляры, нормативы сверху, и вот уже старые здания приходили в негодность. Тут можно, конечно же, уловить вот дыхание времени, значит, переход, скажем, в новый век, 20 век. В то время в Российской империи вот выпускники Московского университета, они сразу получали 9 чин, потому что есть табель о рангах, и поэтому мог из любого сословия, вот разночинцы, да, они могли выучиться и получить чин. Можно сказать, что жизнь давала какие-то условия тем людям, которые могли, хотели, стремились. Раньше инородцам звание врача не давали, а давали звание лекаря. Прокопий Нестерович был членом императорского человеколюбивого общества, а также у него были орден святого Станислава и святой Анны. И в честь 300-летия дома Романовых ему дали медаль 300-летия дома Романовых. Своих больных он лечил до самых последних дней жизни. Были записи, он проверял, как лечили, как лекарства давали. До самых последних дней ходил в больницу. Лев Николаевич очень повлиял, то, что вот гуманизация общества, гуманистическая направленность, это вот, конечно, они в этом плане были созвучны. То есть он как врач, а Лев Николаевич вообще как гуманист. Что надо принимать людей такими, как есть, помогать им. Две великие личности, Лев Толстой и Прокопий Сокольников, но они едины в отношении к человеку, едины в вопросах милосердия и любви к человеку.